Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. По традиции расскажем коротко о самых главных событиях сегодняшнего выпуска. На набережной Сухума готовятся ко второму этапу реконструкции. Совсем скоро здесь начнутся работы по благоустройству парковых зон. С каким настроением туристы прибывают в республику и чего ждут от отдыха? В аэропорту туристов встречала наша съемочная группа. В Улрыбском районе при поддержке Минсельхоза и главы района начались работы по обработке насаждений от американской белой бабочки. Президент Бадра Гунба подписал указ о внесении изменения в положение о порядке прописки граждан Республики Абхазия, направленный на защиту избирательных прав граждан и обеспечение прозрачности избирательного процесса. Согласно документу, со дня подписания указа президента о назначении выборов в парламент либо в органы местного самоуправления и до официального подведения итогов голосования приостанавливается прописка либо перепрописка граждан Республики Абхазия, достигших 18-летнего возраста. В случае проведения повторного голосования или повторных выборов данная мера будет действовать в пределах соответствующего избирательного округа до подведения итогов выборов. Ответственность и контроль за исполнением новых положений возлагается на паспортное управление МВД и местные комиссии по прописке. Бадра Гунба внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в закон о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. Проектом закона предлагается установить, что вновь избранные депутаты парламента перед вступлением в должность будут приносить присягу на верность Конституции и народу Республики Абхазия на государственном абхазском языке. До принесения присяги депутат не сможет приступить к исполнению своих полномочий. При этом порядок принесения присяги и ее текст будут утверждаться парламентом. Бадра Гунба внес на рассмотрение парламента проект конституционного закона по этапном введении требования владения госязыком для кандидатов в депутаты. Законопроектом предлагается установить дифференцированные сроки вступления данной нормы в силу. Для граждан Республики Абхазия абхазской национальности требование владения государственными абхазским и русским языками начнет действовать с 1 января 2027 года, а для граждан Республики Абхазия других национальностей с 1 января 2032 года. На рассмотрение парламента президентом внесен еще один проект конституционного закона о внесении изменения в закон о выборах депутатов Народного собрания. Предложенный президентом законопроект предусматривает, что граждане, осужденные к лишению свободы за совершение умышленного тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, не смогут быть избраны депутатом и в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Для граждан, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, предлагается установить аналогичные ограничения сроком на 15 лет. На набережной Сухума готовятся ко второму этапу реконструкции. Совсем скоро здесь начнутся работы по благоустройству парковых зон. Что касается исторической части, где идут раскопки, у археологов 1,5 месяца, чтобы завершить работы. После этого московские специалисты с учетом мнения ученых разработают проект данного участка с сохранением его исторического облика. На сегодняшний день Сухумский аэропорт имени Ардзинба принимает порядка 10 регулярных рейсов из крупнейших городов России. В этом сезоне маршрутная сеть аэропорта значительно расширилась по сравнению с прошлым годом и включила рейсы в такие города, как Оренбург, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные воды, Пермь. Некоторые пассажиры впервые прибыли в Абхазию, воспользовавшись открытием авиасообщения. Другие же прилетают в республику не в первый раз. С каким настроением они прибывают в республику и чего ждут от отдыха в нашей стране? В аэропорту туристов встречала наша съемочная группа. Репортаж Миланы Агарба. В Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба царит атмосфера ожидания и радости. Количество рейсов неуклонно растет, а вместе с ним и поток пассажиров, среди которых как туристы, так и местные жители. Теперь, благодаря новым маршрутам, можно с легкостью приземлиться прямо в сердце Абхазии, в аэропорту Сухума. Пассажиры спешат навстречу своим близким и знакомым, которые ждут их с нетерпением. Некоторые из них впервые ступают на эту землю, а кто-то возвращается снова и снова. Они делятся впечатлениями
впечатлениями о доброжелательных людях, которые встречают их с улыбками и радуются яркому солнцу, которое щедро освещает небо. Среди них есть и те, кто уже не раз побывал в Абхазии, но впервые оказался в аэропорту. Их восторг от увиденного невозможно скрыть. Сухумский аэропорт вызывает только положительные эмоции. Аэропорт шикарный, абсолютно новый. Есть пример чистой воды на другие аэропорты в других городах, чтобы посмотрели, какие аэропорты вообще существуют. Из Москвы. Город очень доброжелательный, добрались отлично, люди здесь душевные, а погода шикарная. Некоторые уже ждут транспорт, который отвезет их к месту отдыха, в уютные гостиницы или гостевые дома. Каждый из них направляется в разные уголки Абхазии. Кто-то мечтает отдохнуть на солнечном пляже, кто-то насладиться местной кухней или исследовать живописные пейзажи. Все они жаждут провести время у моря, наслаждаясь теплыми волнами и чистым воздухом. Туристам по душе наша вода, прозрачная и теплая, она манит к себе всех, кто хочет забыть о суете и насладиться настоящим отдыхом. Мы давно слышали об Абхазии, слышали, что здесь комфортно очень такая дружелюбная, гостеприимная страна. Но у нас никак не получалось собраться. И в этом году, наконец-то, мы собрались, и мамочке я захотела показать Абхазию, тем более мама была там давно, лет 50 назад на озере Рице. Да, поэтому я говорю, ну давай поехали, говорю, в этом году, говорю, поедем и посмотрим вашу прекрасную страну. С каждым новым рейсом Сухумский аэропорт становится все более оживленным местом, полным надежд и ожиданий. Здесь начинается новая история для каждого пассажира. Милана Агарба, Раму Камки, Абхазское телевидение. В Гулрыбском районе при поддержке Минсельхоза и главы района начались работы по обработке насаждений от американской белой бабочки. Обработку проводят силами МТС района. Препараты предоставил Минсельхоз. Американская белая бабочка повреждает около 300 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. Наиболее уязвимы шелковица, яблоня, груша, слива, айва, черешня и грецкий орех. Даже несколько гнезд вредителя на одном дереве способны привести к полной потери листвы. Вредитель развивается преимущественно в 2 поколениях за сезон, а при благоприятных погодных условиях возможно появление и 3-го поколения. В Минсельхозе напоминают, что американская белая бабочка является опасным вредителем, который поражает плодовые и декоративные растения, и призывают своевременно принимать необходимые меры. Силами МТС Гулрыбского района при поддержке Министерства сельского хозяйства и администрации Гулрыбского района проводится химическая обработка деревьев от вредителей, конкретно от американской белой бабочки, которая в этом году очень сильно распространен в зоне села Мерхово. Мы получили ядохимикаты в достаточном количестве от Министерства сельского хозяйства, и работы механизаторов будет оплачена с фонда администрации Гулрыбского района. Эти работы будут длиться столько, сколько необходимо для ликвидации очагов американской белой бабочки. Ачамчира отметит 2526-летие в субботу, 11 июля. Ко дню города администрация района подготовила праздничную программу. Торжества начнутся со встречи делегации из города-побратима Мичуринска и церемонии возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. В течение дня на набережной будет открыта ярмарка мастеров, художников и местных производителей. А в парковой зоне пройдут квесты, мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Любителей музыки ждет вечер классической музыки, а вечером состоятся торжественное открытие праздника и большой концерт. Завершат празднование фейерверк, фаер-шоу и дискотека. В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни 11 и 12 июля в Абхазии в субботу местами возможен дождь, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов.
На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.